Кыргызский народ с древности вел кочевой образ жизни. Люди передвигались с места на место в поисках лучших пастбищ для скота. Это сформировало особую культуру и уклад жизни. Кочевничество требовало выносливости и умения жить в гармонии с природой. Мал чырбачылык кыргыздар үчүн негизи кесип болгон. Алар ат, кой, эчки, үй жана тоо. Багышкан малдын этиси жана жүнөн тамак аш менен кыйын алган. Мал бакан жашоо өзгөнчө билимди жана тажрыйба талап кылган. Юрта – это традиционное жилище кыргызов. Она легко собирается и разбирается, что удобно для кочевого образа жизни. Юрта символизирует домашний очаг и уют. Внутреннее убранство отражает культуру и традиции народа. Скотоводство было основным занятием кыргызов. Они разводили лошадей, овец, коз, коров и верблюдов. Мясо, молоко и шерсть обеспечивали пищу и одежду. Скотоводческая жизнь требовала особых знаний и опыта. Национальная одежда кыргызов удобна и подходит для кочевой жизни. Мужчины носили колпак и чопан, женщины – кийзден, тильген, койнок и шурдак. В одежде использовались натуральные материалы. Каждый элемент имел свое значение и украшался орнаментами. Кыргызские орнаменты часто изображают природу и животных. Они символизируют благополучие, силу и защиту. Орнаменты используются в одежде, юртах, коврах и посуде. Через узоры передаются древние знания и культура. Кыргызская кухня богата мясными и молочными блюдами. Самыми известными считаются бешбармак, курдак и чучук. Блюда готовятся из натуральных продуктов. Пища играет важную роль в гостеприимстве кыргызов. Среди кыргызских сладостей популярны бурсок, чак-чак и куймак. Их подают во время праздников и торжеств. Эти сладости символизируют достаток и благополучие. Они готовятся с любовью и щедростью. Традиционные напитки кыргызов – это кымыз, айран и бозо. Они освежают и укрепляют здоровье. Каждый напиток готовится по особой рецептуре. Напитки часто подают гостям как знак уважения. Кыргызские народные игры развивают ловкость, силу и ум. Среди них альчики, беш, таш и кыз-кумай. Игры проводятся на праздниках и во время досуга. Они учат дружбе и честному соперничеству.